В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Новая лыжная трасса в городе Канаше готова принять участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая состоится 13 февраля. В минувшие выходные качество трассы проверили участники чемпионата и первенств города Канаша по лыжным гонкам. Сегодня здесь тренируются все любители этого вида спорта. С ними встретилась наша съемочная группа. Открытие спортивного объекта стало возможным благодаря реализации программы формирования комфортной городской среды. Новая трасса уже стала местом притяжения для горожан и гостей. А вот для любителей лыжного спорта – это место для упорных тренировок. Проведена большая работа, которая включает в себя благоустройство лыжной трассы, отличающиеся современными элементами, которые позволяют проводить здесь соревнования республиканского и, надеюсь, со временем всероссийского масштаба. До того, как эта работа была начата, руководством города, отделом спорта была проведена большая аналитическая работа. К примеру, скажу, что на сегодняшний день в городе насчитывается 476 спортсменов первого спортивного разряда, и 408 из них приходится именно на лыжный спорт. Поэтому принято было решение, что на самом деле назрели те изменения, которые позволят в инфраструктурной части приумножить то, что есть, и дать городу Канаш, Чувашской республике новых спортсменов, как массовых разрядов, так и первого взрослого, кандидатов в мастера спорта, а со временем, может, и мастеров спорта России. Для данной работы имеются все условия. Большая плеяда молодых тренеров сейчас работает в спортивной школе имени олимпийского чемпиона Воронкова. Есть самобытный тренер Олег Вишнев в спортивной школе «Локомотив». Я думаю, мы для них создадим необходимые условия для того, чтобы их воспитанники росли в мастерстве. И данная лыжная трасса, данный лыжный стадион, надеюсь, станет только первым шагом в решении больших спортивных вопросов. Здесь создана искусственная неровность, так называемый мостик. Перепад высоты составляет 10 метров, уклон 6%. Проложено освещение, установлены пластиковое сиденье на зрительских местах, построены раздевалки. Также имеются помещения для работы судейской коллегии. А вот уже следующим шагом станет включение трассы в реестр спортивных объектов, рекомендованных Министерством спорта России для проведения спортивных соревнований по лыжным гонкам. Мы давно это ждали, и наконец-то он появился в нашем городе. Осветительная трасса 2,5 километра. Это позволяет сегодня заниматься не только днем, и она позволяет заниматься вечером. После работы, пожалуйста, всегда приходите на этот стадион и кататься. Сегодня что характерно? Кроме освещенной трассы, мы хотим также сделать здесь в перспективе, если все это будет вложение денежных средств, лыжероллерную трассу. Это наша мечта. Мы не будем беспокоить, своих детей на дорогах, где мы обычно катаемся и подготавливаем детей в летнее время. Также можно здесь проложить велосипедную трассу и пешеходную. Трасса понравилась, я занимаюсь на лыжах с 1 класса. Когда узнал, что новую трассу построили, сразу на ней захотел покататься. Покатался, трасса вообще понравилась, круто. С тренером занимаюсь тут всегда. Ну и трасса очень хорошо понравилась. Город Канаш славен своими лыжными традициями. Вспоминаются такие исторические моменты, как олимпийское золото Владимира Воронкова и победное выступление почетного мастера спорта СССР Дины Григорьевой. Также современные успехи мастеров спорта России, биатлониста Алексея Петрова и лыжницы Марии Владимировой. Без сомнения, свое место в спортивной летописи города займет новое поколение лыжников. Есть небольшой подъем, на котором можно поработать, и достаточно длинный тягун. И эта трасса очень подходит для подготовки к чувашским соревнованиям и соревнованиям российского масштаба. Отличная трасса. Качество новой лыжной трассы оценили и ученики школ. Занятия теперь проводятся на совершенно ином уровне.
Огромное спасибо за подаренную лыжную трассу главе администрации города Канаш Михайлову Виталию Николаевичу. Это действительно большой подарок судьбы для всех нас, лыжников, потому что у нас действительно город Канаш всегда был лыжным городом, всегда завоевывали как в городе, потом в республике, Приволжский округ и Россию всегда были первые места наши. А теперь у нас появится и намного больше массовых разрядов, чемпионы мира и Олимпийских игр. Тренироваться и, конечно же, побеждать. Задача, которую ставят перед собой спортсмены. А для этого реализован еще один амбициозный проект. Ирина Константинова, Павел Демин. Вести недели. В середине января в республике прошли сильные снегопады и метели. В Канаше для приведения в нормативное состояние дорог, тротуаров, остановочных площадок оперативно была выведена снегоуборочная техника. Какова же обстановка на сегодняшний день в репортаже Ирины Константиновой? В первую очередь приводились в порядок проезжие части. В кратчайшие сроки расчистили и тротуары. Подрядная организация «Транспортник» в дни снегопада вывела на расчистку 15 единиц техники и задействовал 25 дорожных рабочих. Однако последствия сильного снегопада в Канаше заметны и спустя неделю. После снегопадов, конечно, было очень много снегу, но дорожная служба города проработала добросовестно, все везде кругом убрали. Ну и ходить, в общем-то, нет преград. То и тротуары были в порядке, везде все почищено. Вот, и с детьми ходить. Вот я с внуком постоянно возвращаюсь из садика, и, в общем, мы довольны. На сегодняшний день рабочие заняты вывозом снега. Погрузчик загружает его в кузов многотонной машины, и снег вывозится на специальный полигон. Работа несложная, признаются дорожники. Однако, отмечают, неправильно припаркованные машины вдоль обочин дорог часто мешают качественной уборке снега, ограничивая возможность проезда снегоуборочной техники. Наша территория – это прекрасно. И мы часто видим, что их очищают, но мы довольны. Довольны. За расчистку снега в придомовых территориях отвечает уже управляющая компания. Проведение данной работы находится под постоянным контролем администрации города Канаша. Здесь признается, что работа ведется круглосуточно до полной ликвидации последствий снегопада на улицах города. На сегодняшний день выведено 4 единицы техники, то есть Амкадор и 4 трактора Беларусь, МТЗ. В круглосуточном режиме буквально приходилось работать. То есть придомовую территорию очищаем, стараемся. Ирина Константинова, Павел Демин. Вести недели. Один из самых ярких праздников для студентов России – 25 января, Татьянин день. В Канаше, уже по сложившейся многолетней традиции, отец Александр пригласил студентов Канашского строительного техникума на молебен святой мученицы Татьяне. Также он поделился своими воспоминаниями о своей студенческой жизни. Отец Александр провел молебен, в котором попросил мученицу Татьяну об успешном окончании учебы и получении специальностей для всех студентов, о здоровье их родителей, самих студентов и педагогов. После молитвы отец Александр пригласил всех желающих начать посещать воскресную школу при храме и вспомнил, как сам был студентом и кем планировал стать. Я тоже был студентом, тоже учился, хотел когда-то стать и электриком, электромеханический закончил сперва, потом техникум, потом поступил, то есть познакомился с священнослужителем старым, таким секретарь епархии, отец Иоанн Рузавин такой был в Чебоксарах. С ним долго мы общались. И потом в семинарий поступил, и стал священником. Святая Татьяна считается покровительницей всех учащихся. К ней часто обращаются с молитвами об успешной сдаче экзаменов, легком обретении новых знаний и умений. Искренняя молитва Святой Татьяне может помочь добиться необходимых результатов в любой учебе. Сегодня День студентов, а также День Татьяны. Мы пришли в этот замечательный храм послушать молитву от батюшки. Надеемся, что молитвы от батюшки помогут нам в учебе, а также в жизненных стремлениях. Ирина Константинова, Павел Демин. Вести недели. С каждым годом появляются все более новые современные технологии диагностики различных заболеваний при проведении лабораторных исследований. Медицинский кабинет «Азбука здоровья» за время работы в нашем городе доказал, что качественную и углубленную диагностику можно получить в сжатые сроки. Подробнее в репортаже Павла Демина.
Лучший способ оставаться здоровым – это доверить проведение лабораторных исследований тем, кто соблюдает высокие стандарты качества и использует в работе современные технологии. Медицинский кабинет «Азбука здоровья» за более чем 6 лет своего существования присутствует в 5 регионах России, провел более 100 тысяч исследований и обслужил порядка 40 тысяч клиентов. На базе процедурного кабинета проводится качественная и углубленная диагностика различных заболеваний в кратчайшие сроки. Наш коллектив медицинского центра «Азбука здоровья» желает вам крепкого здоровья и благополучия во всем. Выражаем искреннюю благодарность и признательность за то, что оказали доверие именно нашей лаборатории. Услугами медицинского кабинета «Азбука здоровья» мы пользуемся уже всей семьей не первый раз. Мы очень рады, что есть такой кабинет в нашем городе. Все очень своевременно, быстро и качественно. Спасибо. Условия оказания медицинских услуг и прежде всего их качество – главное в работе нашего коллектива. Позвольте выразить надежду на то, что сотрудники нашей компании и в дальнейшем продолжат работу с жителями города. «Азбука здоровья» гордится своими высококвалифицированными специалистами с большим опытом работы, главная задача которых заключается в оказании лабораторных услуг каждому клиенту. Наш график работы с 7:30 до 4. Приходите в любое время. «Азбука здоровья», город Канаш, улица Железнодорожная, 87, кабинет 221. На этом наш выпуск подходит к концу. До новых встреч, всех благ вам и здоровья! Магазин «Светофор» уже готов встречать дорогих гостей. Здесь есть все для оформления праздничного стола. Мясная, сырная продукция, сотни ингредиентов для салатов, соки, бакалея, сладости. Бережливые хозяйки не переплачивают, а совершают выгодные покупки в магазине «Светофор». Также для вас представлен большой ассортимент текстильной продукции, бытовой химии от известных брендов, детские игрушки, посуда и многое-многое другое. Пришел в магазин купить средства для того, чтобы открутить гайку в машине, заржавела. И вот хорошее недорогое средство в нашем магазине «Светофоре». Приходите в магазин «Светофор», здесь все есть и даже больше. Среди посетителей магазина есть традиция закупаться впрок. Так и деньги экономятся, да и времени для близких остается больше. Покупаю для птицы корма и для мытья посуды. Стиральные порошки дешевые. В сравнении с другими магазинами всегда мне нравится сюда приехать и покупать, потому дешевые. Дешевле и по моим карманам. Канашцы и гости города давно облюбовали «Светофор». Их полные тележки красноречивее любых слов. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать очень доступные цены для населения, чтобы покупки стали выгоднее. Также на постоянной основе мы предлагаем акции, чтобы разнообразить ваши покупки. Мы учитываем спрос населения, поэтому ассортимент магазина на постоянной основе обновляем и пополняем, чтобы покупки стали еще интереснее. Я захожу почти каждый день после работы, а сегодня выходной, собралась с дочкой. Очень нравится, цены не такие дорогие, на выбор все есть. Стоит отметить, что вся продукция в магазине самая свежая. Поступивший товар сразу же выкладывается на полке, а не залеживается на складах. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас за выгодными покупками. Свинина 1 килограмм 179,90, масло сливочное 82,5% за 500 грамм 102 рубля 90 копеек.